Друзья, добро пожаловать в солнечный Кыргызстан и в нашу третью серию наших кыргызских приключений здесь. Надеюсь, как раз приключения скоро начнутся, пока мы готовим машину. Мирлан улетел в Якутск по делам, оставил мне брата своего, Телека. Вот Телек помогает мне. Салам, достор. Біз азыр машинаға баратабыз. Алдыда қызықты жаңалықтар болады күткілі. В общем, сейчас едем за машиной, забираем ее из рестайлинг центра. Біз да машинаны күтіп атабыз, қандай даярдалғанын аз барғанда чоқ көрөбүз. Да. В общем, забираем, смотрим, что там получилось. А Мирлан уже со своей стороны передаст вам привет из Якутска. Салам алейкум, Мирлан брат. Я вот, когда ваш друг приехал, вы собирались на покупку машины, и он снимает двор и говорит, мой первый завтрак в Бишкеке. Я думаю, это же наш двор. Классный канал, последние 2 выпуска ваши посмотрел. Удачи, огромный привет вам. Здравствуйте, пока там ребята занимаются делами, я тоже тут не прохлаждаюсь в Якутске. Сына паспорт готов, сегодня получил и уже на днях вылетаю в Кыргызстан, чтобы завершить проект. Для завершения проекта у нас совсем чуть-чуть осталось. Ждем все туристическое оборудование, чтобы нагрузить машину, чтобы полностью готова была. И на следующей неделе уже начинаем готовить вторую машину. Так что самое интересное все впереди, ребята. Подписываемся, ставим лайки, колокольчики и ждем новые серии. Обязательно поделимся видео хорошими друзьями, чтобы все смотрели и наблюдали. Буквально вчера в Якутске стояла 35-градусная жара, всю ночь дождь был, и сейчас тоже дождь моросит. Немножко город подостыл, люди выдохнули. Вот такой вот суровый климат в Якутии. Зимой минус 40, летом плюс 40. На Forerunner 285 установили силовой бампер, врезка в родной бампер, установили шноркель, маркизу 2 метра с вылетом на 3 метра и установили моли-панели для топливных либо водяных канистр. Вот он, красавчик! Шноркель готов, бампер усиленный, маркиза, моль-панели. Красота! Ну как тебе, Телек, Классно. на такой машинке? Да, уже другая машина. Сейчас покатаешься. После Forerunner я эту свою машину не буду. Да. Погодка хорошая сегодня. Едем сейчас домой. Я сажусь за монтаж и, в принципе, весь день надо сделать вторую серию почти готовой сегодня. Аяна! Как дела? Помашите. Съемка идет. У нас съемка. Нет? Ну ладно. В общем, наконец-то рабочее место у меня оптимизировано. Вот, купили стол. За ним уже будет гораздо удобнее делать свои проекты. А это у меня карта желаний называется. Визуализация мечты. Хочу такой домик в горах, где я буду делать свои будущие фильмы. Что, Кудык меня провожает на такси с моим рюкзаком. Набрал вещей побольше, потому что мы будем в горах. В горах, ребята говорят, холодно. Поэтому надо взять теплые вещи, матрасик, чтобы спать. Вот сейчас ждем такси, бизнес-класс. Вот это, кстати, по-моему, она
455? Да. Ага, ух ты, какая хорошая машинка. Еду сейчас на вокзал, там сажусь на поезд, 8 часов утра, там с чем-то выезжает поезд. И уже до самого Иссык-Кули там где-то часов 4 ехать. Все, едем. Все, вот вокзал города Бишкека. Не знаю, один тут, а не один. Написано вокзал Бишкек 2. Сейчас посмотрим, как здесь все обустроено. Съездил я на Иссык-Куль. Оказывается, билеты все выкупают заранее. Встретили меня очень вежливо. Мужчина сразу подбежал, говорит, билеты есть? Нету. Побежал, быстрее пойдем, там девушка продает. Я побежал к девушке, какой-то у нее уже мужчина, смотрим, покупает. Спросил в кассе, нет ли невыкупленных броней. Ну так вот. Очень приветливо, мне это понравилось. Ну и здесь очень достаточно комфортно. Такая вот зона ожидания. Столики есть, диваны. Можно спокойно посидеть, подождать. Ну, наверное, когда народу много, тут сложнее посидеть, подождать. Ну, вот мне сейчас нормально. Такой орел. Все, мой поезд ушел. Ну, зато я сегодня поработаю, потому что у меня еще монтажа очень много оставалось. Я бы потом впритык в субботу доделывал. И в пятницу тогда погуляю по городу, как раз тоже хотел по центру где-нибудь на автобусах покататься. Вот у меня есть такой план тоже, посмотреть вот именно своими ногами. Потому что с машины, когда смотришь город, это немножко не то. Вот именно пешком ты по-другому в него проникаешься. Вот я хочу так сделать. Сейчас такси домой. Мне спать, наверное, время 8 утра. Хотя уже сон перебило. Напротив вокзала тоже красиво. Сейчас приехали к мебельщику. Будем примерять уже. Он сделал там бокс. Сейчас его сюда представляем. Еще часть размеров снимем. К нам Кадык присоединился. Муж сестренки Мирлана родной. И я его попрошу сегодня для нас что-нибудь спеть. А? Пожалуйста. Сейчас это все собрано в сухую, еще не на чистовую. Сети не сталкивали, но я думаю, уже все хорошо. До этого мы никак не делали. Вот это то, что сейчас показано, это все снято с Ютуба. Размеры как бы. Проект не наш, проект чей-то, но мы сейчас бы как бы его копируем. Сейчас, если мы одну сделаем, и после этого как бы будет уже легче. По накатанному как бы пойдем уже дальше. Мы еще не придумали, но придумаем. Механизм вот так станет и как бы полноценный лежак. А вот и наша будущая звезда. Сейчас он нам споет, увидите. Қараған көзіңменен қадала қапелеп жараладым садаға қантейін көкіректі ездің ай қалғандай бір мен үшін жаралап керемет сезім беріп мағада сен менің тереңіме жеттің ай байқатпай алдыртан қарап жебер байкеңнің ойлорун азап қылып жақтырып қалғанымды сездің ай. Ну и традиционно после всех выполненных дел, задач у нас баня. Баня всегда вкусная. Телег нас всегда угощает всякими вкусняхами. Давай. Я готов к принятию пищи. Кадык. Начинай. Сегодня у нас гости Кадык. Да. Это первый раз? Да, кстати, Кадык первый раз, да. Вообще классно. Я-то уже освоился. Игорь уже местный. Шашлык из курицы, баранина и утиные филе. Ну что, всем приятного аппетита. С лучком. Меня Мирлан научил, что всегда к мясу нужно есть лук, потому что это как ферменты, которые помогают перевариваться мясу.
Ну что, друзья, сегодня у нас 17 июля, и наконец Мирлан возвращается с Якутска, и мы вот с Кадыком едем его встречать в аэропорт. Да. Скоро он увидит свою красотку. Или красавца. Я еще не знаю, какой пол у нашей машины. Мирлан еще не видел доработанную машину. Вот сейчас он как раз будут его первые впечатления с маркизой, шноркель, бампер передний, моль-панели. Вот. Я думаю, он тоже ждет с нетерпением этого момента. Снова утро, аэропорт города Якутск. Теперь я вылетаю с усилением. Это Макс, главный редактор, шеф-редактор будешь, да? Или кем будешь работать? Оператором. Оператором. Вторым оператором будет работать, будет помогать нам в нашем нелегком деле. Так вот еще кто-то есть из операторов. Это что такое? Кто это? Братан! Подъезжаем. Бишкек Мирлана встречает сильной жарой. Уже за 40 перевалило. Вообще пекло. Блин, пролетели. Бишкек нас встречает 42-градусной жарой. Просто пекло. Ужас. Что за жара? Ё-моё. Макс, как тебе? 42 градуса. Реально. Напек Бишкек, Бишкек напек, а? Здорово, Что парни! Макс, здорово. С приездом в Бишкек. Как вам жара? Ребята, это что за жара такая вообще? Пекло. Бишкек, 42 градуса, как пилот сказал, ну это вообще что? Блин. Мы Так вылетали в Якутске сегодня минус 16 градусов было, ночью дожди были. Ема, это что за жара? Когда говоришь по-якутски, привычка минуса, да, всегда вставлять в температуре. Ну, Че, как ты в Бишкеке? да хорошо, что я Смотрю, уже кыргызился уже, член да? твоей семьи, так что По-кыргызски смирись с начал этим, да. Страшно жарко, да, Макс? Душно, Ну всё. горячо. Горю. Соскучился по Бишкеку? Очень. По родным? Бабушку увидишь скоро. Сейчас увидишь красавца своего, прокачанного. Я вообще, на самом деле, в ожидании такого. Вот дорогого стоит, ребята, вот как раз таки смысл нашего вот этого дела нового, которое мы сейчас запускаем. Ты прилетаешь вот так с уже личными вещами. В аэропорту встречаем мы тебя. Первый приветственный набор. Бейсболки, бутылки. И садишься прямо в красивую такую подготовленную тачку. И уже через 3 часа ты на локации, любой. Куда ты выбрал. Потому что от Бишкека, ну, примерно плюс-минус 3 часа любая локация. В этой машине у тебя будет все. Столы, стулья, маркиза, что приготовить, плитки там. Полностью готовый снаряженный автомобиль-экспедиционник, в котором ты можешь прожить автономно до 5 дней, смотря как ты затаришься продуктами и топливом. Вот они, мои красавцы. Вот они, красавцы. Это что за пушка? Что за свет, да? Мощно еще горячая. Горячая штучка. Ребят, вот теперь я сейчас в роли туриста. Я прилетел со своим рюкзаком. Машина встречает. Ну там еще палатка будет. Завтра навешаем. И автобокс. Плюс полевой душ. И внутрь накидаем. Ну, сейчас представим, что машина готова. Я приехал. Снимаю рюкзак в машину. Подпись ставлю на договор. Оставляю вот такому нарядному человеку, который встречает вас в рубашке. Оставляю договор. И все, сажусь в машину, уезжаю. Вот к этому мы идем, ребят. Садись, пожалуйста. Что такое, а? Что за жара? Ну что, ставим телефон, навигатор куда надо. А куда нам надо? Нам надо домой. Все надо визуализировать, и визуализация помогает нам в нашем нелегком деле.
Вчера в Якутске, утро в Новосибирске, сейчас в Бишкеке. Вот она жизнь путешественника. А завтра вообще туда в горам едем. Это наш национальный напиток Аралаш. Это смесь Максима и Чалап. Самый освежающий и жаждоутоляющий напиток в такую погоду. Не встречай старым уже, а? Китайский муравей. Ну, такой. Раньше же муравьи были же у нас мотоциклы, это электрические. Собирает тут человек пластик и зарабатывает, наверное, нормальные деньги, хорошие, да, на этом? Короче, в Бишкеке есть очень много пластика, бутылок, и на всех дворах есть такие пластикосборщики. Ну, туда бросаешь пластиковые бутылки. И вот такие люди, они собирают и отвозят где-то переработки, короче, их экструдируют и обратно в гранулы превращают. У нас сегодня задача, сейчас в первую очередь мы едем наклейку заказывать, обычные винилы для брендирования машины. Bizim bir kumaşın şunda bol bakışını jet koyat, mamday bolup çıktı. Mojerge çıktı. Mojerge çara ustadı. Ылды чүрүп туруп, ручкага жеткизбей мындай кылып койсо. Где-то 6 сантиметров. Что, все нормально? Договорились? Так, все нормально, у нас одно дело закончилось, мы размеры, конфигурацию дали человеку, он будет изготавливать, обещал сегодня вечером сделать. Это у нас рынок Мадина называется, это очень большой рынок, здесь продается материалы со всего света, любые материалы, которые в мире существуют, они здесь есть. Мы здесь пришли искать автомобильный карпет, нам надо обшить органайзер. Беру. Все, затарились, погнали, теперь дальше дела делать. Тяжело в такую погоду, конечно, бегать, делать дела. 42 опять, по-моему, уже скоро, 40. Нету места. Друзья, мы приехали на самый большой крупный рынок во всей Центральной Азии. Рынок называется Дордой. Хотим посмотреть, что для кемпинга, что на рынке есть. Чтобы создать атмосферу уюта на локации, там скатерти, там какие-то там прикольные штучки, подсветочники, может какие-то красивые бокальчики. Все это здесь есть, будем здесь искать, чтобы порадовать вас еще больше маленькими такими атрибутиками. Максу закупились. Давай содак болсын, да? Чтобы бала да. Вот стол. Эти я не знаю, туристы жарят шашлык, но у меня в машине всегда шампуры должны быть. Синего покупали в рассрочку, чуть-чуть там нам не хватало, поэтому сейчас я приехал парню отдавать деньги. Тут он еще одного приготовил. Тоже по такой же цене забирайте. Вот. Сейчас сделку завершим и по поводу новой сделки еще и поговорим. В Кыргызстане документы на машину выглядят так. ПТС-ка, СТС-ка в одном лице.
УНА называется организация, это тут переоформление машин туда-сюда. Мне закачали приложение Тындук, это кыргызские госуслуги, и через это приложение я сейчас могу переоформить машину. Потом в понедельник еду в ГОР-ГАИ получить заключение на переоборудование, то есть что у меня дополнительно установлено. С этим заключением ГАИ обратно приезжаю к ним, и они мне просто вносят меня в базу, что в моей машине изменен вот этот. Вплоть до наклеек брендированных, которые мы сейчас наклеим. И все будет у нас законно. Что за жена, Игорь? Вот не мог ли другую страну выбрать? Нет, Кыргызстан мне нравится. Кыргызстан приехал. Мы сейчас занимаемся переоформлением машины. Вот, в Кыргызстане есть такое приложение, Тындук называется. Мы сейчас свои данные вводим, данные машины. А у него супруга дает тоже приложение, заходит, дает согласие на продажу. Все это ко мне сообщением приходит с плавающим окном. Я там открываю, нажимаю тык-тык-тык, подтвердить и все. Все наши данные, что мы переоформим машину, уходят туда в ГАИ, сажусь в окошко, показываю, что мы здесь приложение все сделали, и они там мне сразу техпаспорт новый и номера новые выдают. И все, сделка завершена. Ассаламу алейкум, Мирлан Майгел, машина жақшылыққа қызмет қылсын. Çalarız. Ертең менен айдағаны, чудо айдағаны, кечин айдағаны çalarız. Так, сделка завершилась, очень удачно все попалось. Это первая машина, я его номер, его зовут Урмон, я сохранил его первый фартовый, потому что объявление выскочило, я позвонил по объявлению, приехал. В процессе разговора сказал, что мне чуть-чуть не хватает, а потом, поэтому в рассрочку вошли, он в положение зашел, машину он нам передал, и за это время мы времени не теряем, машину полностью прокачали, сделали, тем самым хорошо сделали для всех и для вас. Вот это тоже сними, братан. Вот это тоже есть, если что. А сколько мы в 10 выехали, да, как ты, Мирлан, вчера и говорил, что весь день будем заниматься делами по такой жаре. Как бы не хотелось куда-нибудь выбраться на озеро, но дела важнее сейчас сделать, чтобы потом иметь возможность выбираться. Правильно? Самое главное запустить, чтобы на следующей неделе машина была доступна вам. Есть ребята, которые сегодня позвонили, я им сказал предварительно в среду машина может быть доступна, поэтому уже в среду или четверг машина поедет радовать первого из наших многочисленных туристов в будущем. Дай бог. Да. У нас вечерний выезд с семьей Мирлана. Кадык сегодня будет петь нам в парке красивые песни. Взял всю свою семью. Жилдыз, сестра Мирлана и девчонки. Яна и Джибек. Вот. Едем сегодня вечером на концерт папы. Ребят, у нас, оказывается, в Кыргызстане в парке есть такая история, караоке народная, да, здесь каждый желающий может спеть песню. И по совместительству муж моей сестренки, оказывается, он неплохо поет, давайте сейчас его послушаем. Обязательно взорвем зал. Смотрите, сколько народу у нас. Для меня шок, конечно, что у меня зять, оказывается, так поет профессионально. Причем все замерли. Он зажигает. И притом ему текста не надо. Büyük dramalar olmazlar. Anglistiğinde olsun. I wanna take you somewhere, so no I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you down with us in a pretty stream.
But they won't flower like they did last spring. Alkışlarla olsun. Тегиз анышына барсаң, мындай чаптасаң болғаннан кейін ондай бол воздух болу керек болчу. Наше путешествие, наша экспедиция связана с горами, с труднодоступными местами, поэтому наше воскресное утро начинается брендирование нашего автомобиля. Как говорил мой один хороший друг, хорошая наклейка дает 95% проходимости. Вот и процесс пошел. Методом проб, ошибок и импровизации мы справились с нашими горами. Мне кажется, очень круто получилось. Зацените. Жара очень большая стоит. 45-43 градуса. И когда открываешь, она быстро высыхает. Поэтому немножко осложнено этим. Ну и с обратной стороны то же самое. У всех свои красные машины всегда сами обклеиваем. Поэтому сейчас какой-никакой опыт есть. Но чуть-чуть из-за погодных условий у нас немножко затруднения есть. Но мы справляемся. Напишите в комментариях, у нас получается или как. И в целом, как вам новый дизайн, как вам горы нашего автомобиля. Напишите прямо сейчас. Ребята, кто первый напишет в комментах, что значит слово «саякат», тому от меня маленький презентик будет. Съездим на водопад, покушаем крылышек. Вот сейчас нам приготовят вкусняк, да, Мирлан? Еще в лучших традициях канала про еду. Сейчас приготовим вкусняки. Полчаса. Поэтому я хожу всегда в Глобус. В Глобусе очень удобно. Продукты взял, разморозил. Можно было готовую еду, конечно, взять, но мы не ищем легких путей. У нас же канал про еду. Aydınlık günler aldıran sürer aynadı suyu gemisi kalkıp kanadı baktığında basar oh oh hey hey asıldan zırnay aydın nurunay canı durdun ay oh oh hey hey asıldan zırnay aynay jarkıray azdan kalkıvay Это просто нереальное место.
минус 64 купался, так холодно не было. Горная ледниковая вода освежает. Zar araladım Жүрегімнің сүйіп қарағаным сен. Какой же экспедиционная машина без автобокса. Прям вот вчера с Москвы приехала. Все в целости и сохранности. Опять же решил довериться давнишнему своему бренду Брумер, который неоднократно ездил по Арктике. И все свои путешествия по Монголии, по Кыргызстану, по Казахстану, Узбекистан никогда не подводила. Поэтому выбор был очевиден. Сейчас едем на установку. Снова в 4 kg. Сейчас выгрузить и установить. Вот, к слову о том, что путешествовать можно на любой машине. Вот живой пример. BMW, 3-литровый дизель, грязевые колеса, экспедиционный багажник, маркиза, лагерное освещение, боксы, вот такой канистра для технической воды. Еще бы ему чуть-чуть просвет дать, вообще красавчик будет. Здравствуйте, Мирлан. Как у вас дела? Как прилетели? Как добрались? Хорошо, отлично. Видосы шикарные у вас. Мы теперь все смотрим. Спасибо, да. Это чем удобно, ты болт не отстегиваешь. Раз, зацепил. Опа, все, она у тебя рабочая. 165-я? За 90. За 90, да, забрали. Вот этот же, да, за 110 был? Да, все верно. Но на него бокс не поставишь. Нет. Скорее всего, сейчас у нас спальник-органайзер будет готов. Мы спальное место оборудуем там. Бокс поставим. Машина у нас тогда примет окончательный вид. А уже на вторую машину, как он выйдет, мы вот эту палатку будем его туда ставить. 8-ерочку. Человек, который приезжает на готовую машину, у него будет и динамическая стропа, и обычная стропа, комплект шаклов будет. Все-таки машина подразумевает ехать по труднодоступным местам, и она может понадобиться либо себе, либо, может быть, в большинстве случаев помочь другим водителям. Я столько вот езжу, мне мои стропы понадобились один раз в жизни. А в остальное время я многих других людей выручаю. Сразу сумочки, 2 кастрюльки, чайник походный, сковородка. Это самый оптимальный набор для двоих. Что-нибудь сварить, покушать, поджарить. Выбираем вот эти стулья, потому что очень удобно сидеть. Просто стенка. Все, одна стенка. Да. Можно стоить и с лицевой стороны. Она пристегивается именно к ножкам, сюда к ножкам. И растягиваете сюда. Да. Сколько она стоит? 3000 стенок. Ну, возьмем 3000 стенок. И вот эти 4 штуки. У нас получается 4 стула маленьких, складных, фирмы Коста. Динамическая стропа 8-тонная, 9 метров. Также парозащита. Гибкий шакл. 2 стенки на маркизу, набор посуды и 2 канистры вместе с краником. Общая 43 806. Вот это я понимаю законченный вид. Вау. Ребята, пока мы были в магазине, пока мы вам выбирали удобные стулья, столы, ребята уже тут работу закончили. Я не знал, что они так быстро закончат. Я бы хотел немножко поснимать, как они вешали. Но давайте пройдемся. 10-литровая канистра для воды с таким удобным краником. С той стороны такая же канистра 10-литровая для запаса топлива. И самое главное, Брумер. Выбрал опять же 460-литровую средняя модель в линейке. У них еще больше есть, и еще есть более такая плоская для лыж. Открывается очень просто. Раз. И все. Она открыта. Тут внутри у него есть лямки для крепления груза. Все. И закрыл. Все очень просто. Чтобы сейчас все идеально было. Главное. Да. Мы тоже очень надеемся.
Ну что, Мирлан, финальный штрих у нас. Сторона открывается так. Sonunda bu. Hareket sonunda mı? Так, надо сейчас сразу вещи как бы растерять. Угу. Мы все уже его установили? Ну да, все, Ну. на свое место встал. Его не болтает. Доработок не надо. Компрессор оно должно быть в быстром доступе. Поэтому его сюда. Это очень такое крутая вещь для внедорожного оборудования. Это мягкий шакл. Вот он. Раз. Вот это одевается. Трос зацепил. И вот все, готово. Все, его тоже таким образом. Все, что кухня у нас подразумевается вот так. Плита. Набор кастрюлек, сковородки, освещение. Шампура, короче, мы сюда тоже кладем. Чайник, кружечки, щипцы, ложки, вилки, ножики для стейков. И еще тарелочки. Спальники должны уйти вообще наверх. Перчатки в быстрый доступ. Запас туалетной бумаги все туда. Туда же тент от маркизы. Остались крупногабаритные вещи, которые ляжут уже Все, что наверх. надо, все уложили, потом сверху у нас получается вот эта история вот так будет. А когда спать, его просто передвинул, положил, и все. Стулья, все должно быть наверху. Вот так. Я думаю, что его надо дорабатывать, его чуть-чуть ниже сделать, глубину, и сверху еще один выкатной сделать. И когда ты его выкатил, вон у тебя пространство появилось. Чик, ветрозащиту поставил, плитка, туда-сюда, чик. Тоже выкатнули, выкатил, и у тебя получается вот такое рабочее пространство. Кушать ты туда-сюда, от дождя защитился, если что, освещение заводское тут есть. Тут если лампочки поменять на светодиоды, будет весьма-весьма приятная история. Такая рабочая зона. Ладно? Все. Спасибо.